Глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям республики. Полную его версию смотрите прямо сейчас. Бурлун Донайортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня посвящу свое обращение результатам оперативного штаба, который мы сегодня провели, Республиканский оперативный штаб по противодействию ковиду. И на самом деле мы сегодня обсуждали очень серьезные мероприятия, ограничительные мероприятия, потому что и та статистика, которая складывается на сегодняшний день, если вы вспомните, то заканчивали мы новогодние праздники с уровнем 70 заболевших ежедневно, то сегодня у нас 201 человек заболел. И если мы не будем вводить никаких ограничений, то по прогнозам Роспотребнадзора, сегодня об этом главный государственный санитарный врач по Республике Коми Глушкова Людмила Ивановна сказала, мы выйдем на уровень 3500 заболевших в день, в сутки. 3500 заболевших – это цифра и количество больных, которые не способны отработать медицинская служба республики, медицинская система, потому что это превышает объем максимальных пиков, которые мы переживали в предыдущие волны. У нас было 400 человек ежедневно, и при этом это была такая уже серьезная нагрузка. А самое главное, от вас, уважаемые жители, я ежедневно слышал очень много нареканий на работу и скорой медицинской помощи, и амбулаторной сети, и стационара. Можете себе представить, если вместо 400 это будет 3500 заболевших в сутки. То есть это запредельная цифра, которую, еще раз повторяю, конечно, медицинская система, медицинская служба в Республике Коми не справится. Поэтому для того, чтобы противодействовать и спрофилактировать вот такой рост заболеваний, заболевших за сутки, понятно, что омикрон чрезвычайно контагиозен, и контагиозен просто кратно, может быть даже на порядке, нежели предыдущие штаммы. Поэтому мы с завтрашнего дня решением оперативного штаба прекращаем проведение мероприятий, всех видов мероприятий. Это и всевозможные торжественные собрания, конференции, какие-то проведения заседаний большого количества людей, проведение театральных постановок, участие людей в просмотрах фильмов в кинозалах и так далее, в том числе и проведение больших спортивных мероприятий с присутствием зрителей и болельщиков. Вот с завтрашнего дня мы все вот эти мероприятия прекращаем, и даже если они будут проводиться, вот, допустим, спортивные мероприятия, то они будут проводиться без участия болельщиков и зрителей. И в том числе и если театральные постановки, то они могут проводить, то есть может состояться спектакль, но просмотр его может быть только в онлайн режиме. То есть это особенность, повторяю, периода, если мы не будем предпринимать никаких ограничительных мер. То, в общем, вот я сказал, мы, конечно, не справимся с таким ростом заболеваемости. И тоже с завтрашнего дня мы первый ставили себе сами срок 24 числа, 24 января, но это я говорю о закрытии, полном закрытом режиме, работе круглосуточным пребыванием инвалидов, людей, которые лечатся в интернатах социального профиля, детские интернаты и детские дома, там, где дети находятся круглосуточно и круглогодично, тоже уходят на закрытый режим работы, потому что уже выявили мы
случай омикрона у ребенка в детском интернате, у совсем маленького ребенка, то есть это уже заносной или завозной случай, и ясно, что ребенок не покидал стены интерната, значит это персонал. Вот для того, чтобы не подвергнуть риску заражения и тяжелых исходов у детей, ослабленных в интернатах, у людей, которые лечатся в социальных учреждениях, с завтрашнего дня с опережающим графиком, я повторяю, мы себе ставили срок 24 января, но закрываем с завтрашнего дня, потому что уже появились завозные и заносные случаи в этих социальных учреждениях. Безусловно, сегодня тоже в решениях штаба прописали дополнительные меры по привлечению персонала. Это практически полностью будет остановлен обучающий процесс в колледжах медицинских и на медицинском факультете университете, потому что все, кто так или иначе связан с медициной, даже студенты, будут приняты на работу в поликлинике, на подстанции скорой помощи с тем, чтобы принять на себя вот этот разгул омикрона и пополнить ряды медицинских работников. При этом мы прекрасно понимаем, что квалификационное требование к студенту – это практически требование к младшему, это студентам колледжа медицинского, это по сути требование к младшему медицинскому персоналу, но тем не менее азы у этих ребят и девчонок уже есть, а к студентам, начиная с 4-го курса университета медицинского факультета, это уже работа в качестве медицинской сестры или медицинского брата. Но тем не менее все силы и средства будут именно поставлены под ружье для выполнения работы в медицинских учреждениях, либо это работа по доставке медикаментов больным, продуктов питания, работа в колл-центрах, потому что их количество и количество линий связи будет тоже увеличено в разы, поскольку, несмотря на вот такой рост, который мы ожидаем, любой звонок должен быть зафиксирован и дальше должен быть разнесен уже все равно специалистам, имеющим медицинское образование, по уровню тревоги. Либо это температура 39-40, соответственно, это красный уровень, когда на вызов должна ехать бригада скорой помощи, либо врач из поликлиники. И вызовы, которые имеют легкое течение, субфебрильная температура 37 с небольшим, отсутствие каких-либо дополнительных отягощающих факторов в виде кашля, одышки и так далее, когда это можно дифференцировать как легкое течение, и тогда это выдача больничного листа дистанционная и назначение медикаментов тоже дистанционно. Вот многочисленные, много еще мер, которые мы сегодня обговорили, это и по транспорту, дезинфекция транспорта, дополнительное количество в часы пик на маршрутах, где большое количество пассажиров скапливается, с тем, чтобы уменьшить контакт в автобусах, но это все при соблюдении, особенно в общественных местах, масочного режима и режима дезинфекции рук. Вот такие достаточно непростое нам время предстоит, но, повторяю, мы делаем сейчас вот такие достаточно жесткие профилактические меры именно для того, чтобы удержать под контролем ситуацию, поскольку, еще раз повторяю, 3000 одномоментно заболевших в сутки – это уже потеря контроля над управлением. И тогда, безусловно, этого допустить нельзя, но тогда при такой вот количестве потери контроля мы можем просто начать терять людей. Это недопустимая история. По выявленным по ситуации за сутки, я уже сказал, что сегодня 201 случай, вчера, вы помните, было 178, и вот так очень быстро начинаем набирать интенсивно. Это, конечно, уже действие омикрона. При этом снова и снова я повторяю, что, конечно, болеют непривитые.
Вот из 201 случая заболевших, привитых было всего 20 человек, то есть 10%. 90% заболело людей непривитых. При этом вот этот 21 человек, практически все, там, за исключением 5 человек, все переносят легко, а 5 человек из привитых госпитализированы. Но вот к вопросу о том, что заражают привитые, это, конечно, абсолютно необоснованное заявление, потому что каждый день я вам показываю статистику, что как раз большее количество людей, которые заболевают, не привитые. По умершим, к сожалению, у нас сегодня 7 человек умерших, из них 1 человек был привитой, но это женщина уже достаточно все-таки пожилого возраста и при этом с очень большим количеством заболеваний, хронических заболеваний, которые в принципе и привели к такому трагическому концу. По развернутым койкам мы пока не добавляем койки, в этом нет пока надобности. Вы знаете, что на пике мы можем развернуть максимально до 3000 коек. Сегодня у нас развернуто 1243, и за последнюю неделю, при том, что растет количество заболевших, пока нет увеличения госпитализированных. Мы каждый день понемножку, но снижаем количество госпитализированных. Это пока ни о чем не говорит, потому что как только количество заболевших перерастет отметку 400-500 человек, то, конечно, в этом большой массе будет достаточное количество людей, которые нужно будет госпитализировать. Поэтому мы не расслабляемся и коечный фонд держим в резерве. По вакцинированным на сегодняшний день полностью завершили вакцинацию 391 590 человек. Этого, конечно, мало. Я вам говорю, что мы еще даже не можем подойти к 60% привитых, не то что уже 80%, да, которые нам гарантируют коллективный иммунитет. Но при этом мы все-таки продолжаем ревакцинировать, потому что большое количество людей уже приходит на ревакцинацию. Ревакцинированных у нас 64 869 человек. И при этом у нас очень большой остаток вакцины, который позволяет нам практически, если бы у нас пришло большое количество людей, достигнуть уровня вакцинации 80% в течение месяца. У нас на сегодня 152 тысячи дозы вакцины, и, конечно, нам этого вполне достаточно для того, чтобы выйти на коллективный уровень 80%. Поэтому снова и снова призываю всех, несмотря на то, что говорят, что во время пандемии вакцинироваться нельзя, это совершенно неправильная трактовка, потому что каждый человек, который вакцинировался, он снижает риск, во-первых, заболевания тяжелого в том числе, а во-вторых, риск все-таки заразиться и заразить еще свою семью, товарищей на работе и так далее. Поэтому, конечно, вакцинироваться нужно в обязательном порядке. На сегодняшний день это вся информация. Всем самого доброго. Буду информировать, как у нас ежедневно, как у нас протекает ситуация. Но готовимся, к сожалению, к негативному сценарию по нарастанию угрозы заражения омикроном. И все мероприятия, о которых я сегодня рассказал, направлены именно на снижение такой негативной ситуации. Всего доброго, до следующей встречи.